Сейчас хорошо бы перейти к пояснению сначала, что мы вообще понимаем под философией модерна в плане национальной культуры. Вот такую ремарочку. Я думаю, ей поделится у нас Ринатович Мохитов. Вам слово, Рустам Ринатович. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить за приглашение поучаствовать в этом круглом столе. И, собственно, я не просто его с удовольствием принял, а и поучаствовал в формировании программы этого стола. Мне кажется, что давно уже назрело, в общем-то, требование перейти на какой-то другой уровень, потому что мы в основном какие-то политические, актуальные вопросы, так сказать, обсуждаем, а ведь на самом деле ядром является именно философия. Да? Правда, это вот мысли вслух, да. А теперь то, о чем мы говорили. Я попытаюсь тезисно говорить, хотя, не знаю, у меня есть свойство говорить долго, поэтому, если что, вы мне прерываете. Я хотел поговорить вот именно о философии модернизации. Да. Очевидно, что все народы Советского Союза, так сказать, прошли процесс модернизации, это было вот в 20 веке, и башкиры тоже его прошли, да, потому что если сравнить, допустим, жизнь башкирской деревни там до 17 года и сравнить то, что вот было хотя бы в башкирском селе уже в 50-х годах, да, то это настоящая культурная революция. Да. И очевидно, что эта модернизация все-таки была такой консервативной модернизацией, да, потому что в отличие от первичной модернизации, а первичной обычно историки называют модернизацию, которая в Западной Европе произошла. То есть она, так сказать, не была ответом на европейский вызов, да, а она сама по себе происходила. Да. Вот если брать первичную модернизацию, она, конечно, была снизу, и либеральная модернизация во многом была. Хотя там и есть отдельные варианты. Вот, а у нас это была модернизация сверху, да, государство это осуществляло, да, вот, и довольно жестко, и на основе определенной жесткой идеологии. Вот я в последнее время увлекся, так сказать, прозой Орхан Памука, турецкого писателя известного, он лауреат Нобелевской премии. У него замечательно совершенно есть вещи, например, там, я не буду сейчас перечислять, да, «Снег», например, да. Вот. И вот в этих вещах он зачастую показывает, вот, как проходила в Турции модернизация. Я вот читаю и ловлю себя на мысли, что хотя у них была националистическая парадигма, да, такая кемалистская, а у нас марксистско-сталинистская такая, да, ленинистская, но в смысле модернизации тюркских народов очень много схожего, конечно, да, происходило. Так вот, и вот теперь у нас есть возможность, сказать, во-первых, осмыслить все это, да. А во-вторых, мы стоим перед вызовом, вот правильно Азат сказал, да, что, собственно, и вот об этом, кстати, Азамат Мажидович тоже очень часто говорит, что сейчас не просто новая эпоха наступила, да, мы как-то в архаизацию откатываемся, и у нас скоро будет проблема новой модернизации, да, и эту новую модернизацию нужно производить уже, так сказать, учитывая, может быть, даже какие-то ошибки, которые были в прежней модернизации. А для этого нужно разобраться с самим понятием модернизации, с самим понятием традиционного модернистского общества. Потому что такое модернизация? Модернизация – это как переход от традиционного общества к модернистскому обществу. Да? А что такое традиционное, что такое модернистское общество? У нас есть такой стереотип, что модернизация – это вот когда там наука, техника, это когда там мы переходим к республике от монархии, там еще что-то. Но на самом деле в основе модернизации лежит перемена типа поведения, что ли, да, то есть человек общества модернистского и традиционного – это немножко разные люди, да. Человек общества традиционного – это человек, который действует в согласии с традициями, обычаями, какими-то религиозными установками, да. То есть, грубо говоря, если немножко утрировать, да, это человек, которому думать не нужно, например. То есть, например, там, человек, который живет по шариату, ему не нужно думать, там, что ему одеть, как ему кушать, какой ногой ему переступить там порог, да, потому что все это прописано, все это продумано, да, есть определенные предписания, он просто их выполняет, да. А кто такой человек модернистского общества? Вот у Канта есть такая совершенно замечательная, даже не статья, а это ответ на анкету, которую он дал, да. Вот там задали ему вопрос, Вацлав Клэрмонт, да, что такое просвещение? И он дал развернутый ответ. И вот там ответ-то какой, да? Он говорит, просвещенный человек, ну, как мы сейчас сказали, человек модернистского общества, да, это человек, который не боится жить своим умом, да? То есть он не подчиняет каким-то авторитетам, да, как священнику, например, там, духовному пастору, еще кому-то, да. Он сам для себя решает, что ему сделать, да.
сам для себя решает. Он это продумывает, да. То есть в основе модернистского общества лежит автономия разума, говорит Кант. Кстати, здесь очень интересный момент, потому что с этой автономией разума мы можем зайти очень далеко. И не случайно модерн переродился в постмодерн, да, потому что еще античные скептики показали, что гипертрофическое развитие разума приводит к тому, что к рационализму, да, что разум ничего уже не может делать, да. Вот, поэтому на самом деле вот об этом немножко мне, когда Гурай Ганурна говорил, я тоже подумал об этом, да. На самом деле то, что мы называем такой консервативной модернизацией, должно иметь философской базой некую диалектику традиции модерна, некую диалектику веры и знания, да. То есть человек должен полагаться на свой разум, но, безусловно, разум имеет свои границы. Да? Разум имеет свои границы. То есть и нужно оставить место вере, как тот же самый Кант, кстати, говорил. И не имеется в виду не обязательно религиозная вера. Да? Строго говоря, например, у нас есть определенные какие-то вот установки. Вот сейчас очень много дискуссий вокруг Великой Отечественной войны. Действительно, для нашего российского сообщества определенная картина Великой Отечественной войны – это то, что нас объединяет. Да? Но ведь есть люди, которые, либералы, да, которые нам говорят, ну да, давайте это обсудим. Да? Вот есть другая точка зрения, давайте поговорим про генерала Власова, а может быть, все-таки вот, сказать, он тоже имел определенные основания для своего поведения. То есть вот я всегда думаю, что если мы пойдем по пути рационализации всего и вся, да, если мы переступим какую-то границу, да, если мы лишим наш народ какой-то системы ценностей, какой-то картины, образа мира, в который он верит, да, а он не уверен. Ну, просто распадется это сообщество, и все. Да? То есть вот здесь, конечно, вопрос в том, где разум совершенно, так сказать, дееспособен, а где вот границы, за которые ему переходить бы не надо бы, да, иначе мы просто в какой-то хаос пойдем. Вот мне кажется, этот вопрос связан с вопросом оснований именно консервативной модернизации. Но тем не менее, я что хотел сказать-то? Я хотел сказать, что модернизация, по большому счету, это рационализация нашей жизни, да? То есть модернистское общество – это общество, где все рационализировано. Да? Даже вот замечательный такой был, сказать, я сейчас не вспомню его фамилию, Смит, по-моему, да? Замечательный был такой английский социолог, который показал, что как проходила модернизация на Западе. То есть там даже города перестраивались. Вот возьмите город средневековый западный с какими-то узкими улочками кривыми и так далее, и возьмите современный город, да, с прямыми, так сказать, улицами, там пронумерованы дома. То есть, допустим, в средневековом городе просто ты не найдешь. Если ты не будешь там иметь знакомых, ты просто не найдешь нужный тебе дом, да. А здесь ты просто узнаешь адрес и идешь, да. То есть вплоть до того, что фамилия. Кстати, вот во время турецкой модернизации очень важный был момент присвоения фамилии. Ну, кстати, тоже это было, да. Это классификация, ранжирование граждан, да, это тоже рационализация. То есть модернистское общество построено на основе работы. И именно поэтому я считаю, что ядром модернизации является философия. Вот на Западе, например, собственно, первичная модернизация, она, так сказать, происходила в рамках просвещения. Да? И я даже вот, как бы рискну выдвинуть такой тезис. Да? Если какой-то народ проходит модернизацию без своей философии, то он является не субъектом, а объектом модернизации. То есть его извне модернизирует, да? Какие-то там переводят новые условия, но сам он, так сказать, не решает, да, как ему жить. Да? И вот здесь мы подходим к очень важному вопросу, который поставил Затадирович, и вот у меня есть вариант ответа на него, но этот вариант, наверное, не устроит никого из присутствующих. Да? Я хочу сказать, что философия советской модернизации была философия марксизма-ленинизма. Да? Философия марксизма-ленинизма. Эта философия своими корнями связана с русской философией, с интенциями там революционно-демократического движения. Да. И, кстати, если шире говорить, если говорить о связи, например, там, русских народников, славянофилов, вообще со всем дискурсом русской философии. И это не случайно, потому что это философия на русском языке, да. Это философия на русском языке. Так получилось, что советская власть дала не русским народам, допустим, литературу им дала, да, и способствовало развитию литературы. А вот развитию национальных философий на национальных языках, она не способствовала, потому что считалось, что вот есть общая для всех народов философия, она, так сказать, на русском языке, на языке революции. Как французские якобинцы говорили, да, что французский – это язык революции, поэтому все должны его знать. Да? Вот, собственно, у нас же тоже язык революции был и есть. Да?
Вот. И даже какие-то философские интенции, которые возникали, например, там, вот у нас в Идарно-Уральском регионе, да, то есть в начале 20 века, когда формировалась татарская, башкирская философская традиция, не марксистская, скажем так, да, они же были подавлены по большому счету, да. И в общем-то, вот мы говорим о том, что вот башкирская философия есть, татарская философия есть, да, но про чувашскую, марийскую философию, наверное, тоже говорят в соответствующих республиках, хотя нам, вот, находящимся вовне, очень странно, конечно, их слышать, да, но по большому счету, а вот можем ли мы говорить о философии вне языка, да? То есть вот философия, она связана с определенным взглядом на мир, а взгляд на мир формируется семантикой языка, грамматикой языка, да, то есть русский философ, который пишет по-французски, ну, в принципе, возможно такое. Отчасти возможно, потому что вот, ну, возьмите Чаадаева, да, философские письма Чаадаева, философические письма Чаадаева были написаны по-французски. Но как факт русской философии, они в переводе существуют, да. И не случайно же, собственно, уже, допустим, Владимир Соловьев по-французски, ну, то есть он писал по-французски, но его работы философские написаны по-русски, да. То есть когда возникает национальная философия, то возникает сразу же проблема перевода. Вот. И возникает проблема, так сказать, ну, собственно, выработки философского лексикона, да. Ну, я вот приведу два примера, мне кажется, очень значимые, да. Вы знаете, что кто прочитал первую лекцию по философии на немецком языке? Это было в конце 18 века. Над ним смеялись. Говорили, что немецкий язык – это язык, на котором баба на базаре разговаривает, да, то есть надо по-французски, на латыни. Кстати, ведь учитель Вольфа Лейбниц, будучи немцем, писал по-французски, да, писал по-французски. Вот. А через уже 50 лет возникает, собственно, немецкая традиция. Даже раньше, да, возникает немецкая традиция, да, немецкая традиция. То есть уже, допустим, в эпоху Канта или там Шеллинга сложно было представить, там, чтобы кто-нибудь говорил, что, а как это так, на немецком языке философствовать, да. То же самое было с русской философией. Вспомните, что Татьяна, вот, Ванедина Пушкина, она по-русски не разговаривала. Она считала, что в каких-то высоких чувствах нужно по-французски писать, да. А русский язык – это язык, с которым на прислугу разговаривают, да? То есть она же так, письмо Татьяны Онегина было написано по-французски. И первые, собственно, философские работы русские, да, были написаны по-французски, да, а потом появляется русская философия. Кстати, вместе с переводами Платона, там, прежде всего Платона и немецкий философ на русский язык, да. Для существования башкирской философии нужны работы на башкирском языке, да, и нужны переводы классиков, да, сказать, философии, прежде всего Платона, конечно, да, на башкирский язык. Это мое глубокое убеждение. Кстати, в этом же смысле татарская философия существует. Да? То есть философия этнических татар и башкир, которые пишут по-русски, да, находятся в парадигме, ну, очень часто русского марксизма, например, да, или других, сказать, школ современной русской философии, да, но не более того, да, не более того. У нас почему-то все думают, что вот какое-то национальное возрождение, оно связано прежде всего с политикой. Да? Вот в 90-е годы, когда все началось, все стали сразу говорить, что вот там мы получим автономию, мы там добьемся всего. Человек, который переводит, допустим, классиков мировой литературы там, или философии на башкирский там, или на татарский, он делает больше для своих народов, да? Чем политик, который там выступает какими-то декларациями. То есть вот без этого невозможно. Я, кстати, считаю, что когда возникнет настоящая башкирская философия, она не будет враждебна русской философии. Потому что я убежден, что башкирский народ, как и татарский, как и другие народы нашего пространства, они входят в единую евразийскую цивилизацию вместе с русским народом. При всех политических противоречиях. Да? Даже украинский народ, я считаю, евразийским народом. Да? Вот. Но при этом это будет более глубокое уже взаимодействие, потому что когда возникнет своя, сказать, философия на своем родном языке, да, это какие-то такие категории, как там свобода, например, там дух, ну говоря о башкирском духе, да, сказать, они будут продумываться более глубоко, да, фундированно, да. Когда человек, допустим, сказать, на своем родном языке, там, деревенский парнишка на родном башкирском, там, татарском языке прочитает Дедель, извините, да, и поймет, что Дедель пишет о духе, да, это будет немножко у него другие, так сказать, рассуждения, да, о башкирском духе, чем о том, кто, так сказать, воспринимает Деделя через призму русских переводов. Да? Вот, ну, мне кажется так. Мне кажется, что мы сейчас стоим
для того, чтобы какая-то полноценная, нормальная модернизация, кстати, я не сторонник какой-то, правильно об этом говорил Зугурай Ганурин, да, какой-то безграничной модернизации. Безграничная модернизация приводит к какому-то хаосу, мне кажется. Собственно, безграничное развитие модернизации приводит к постмодерну, как показал опыт Запада, да. Поэтому мы правильно ставим вопрос о том, что модернизация должна быть консервативной, да. Есть некие границы у разума и рационализации, да. Есть некие, так сказать, святые категории, да, которые, так сказать, ядом скепсиса нельзя, так сказать, разлагать, да. Но другое дело, что все это следует обсуждать как-то, да. Для этого нужна какая-то философская база. И желательно, чтобы эта философская база была укоренена в наших родных национальных языках, да, а не только в русском языке. Ну вот, такое у меня вступление. Спасибо.